10 сентября 1780 года в доме купцов Сухановых праздновали первый день рождения города. По ГОСТу Усть-Сысольск указом императрицы Екатерины II был дан статус города. Однако история нашей столицы начинается гораздо раньше. Первые упоминания о селении усть реки Сысолы относятся к XVI веку. Деревянного дома купца Суханова уже давно нет, но доподлинно известно, где он стоял. Недалеко от построенного позже и сохранившегося до наших дней каменного дома на перекрестке улиц Кирова и Орджоникидзе. В то время весь Усть-Сысольск располагался вдоль реки, в районе современного Кировского парка. Это считается историческая часть города, да? Да. В старое время здесь были все купеческие дома. А вот там чуть дальше немного еще, вы представляете, там был дом знаменитого купца Латкина. Застраивался город согласно генеральному плану 1783 года. Планировка имела четкую систему улиц, увязанную с рельефом местности и очертанием реки Сысолы. Город был разделен на 26 кварталов, в которых намечалось 12 улиц. Черта города обозначалась небольшими валами и, кроме начального погоста, включала в себя мелкие близлежащие деревушки. И эта застройка старой части города, она неизменна и сейчас. Если вы подниметесь на самолете вот над городом, вы ее четко увидите. Вот от реки шли радиально несколько улиц. Вот они под прямым углом пересекались еще улицами. Вот последней вот этой улицей от реки, которая ограничивала территорию Старого Усть-Сысольска, была современная улица Первомайская. Вот. За Первомайскую город в начале 20 века не выходил. К тому времени, когда Усть-Сысольск получил статус уездного города, в нем проживало менее 2000 человек. По тем временам это было типичное село на севере России. Но люди здесь жили еще задолго до этих событий. О погосте в устье Сысолы было известно уже в 1586 году. Павел Доронин, известный писатель, историк, нашел весовую книгу, где было написано черным по белому: на левом берегу устья реки Сысолы, впадающей в Вычегду, вот, стоит поселение из 6 домов, вот, и одной деревянной церкви. Первыми жителями в этих домах живут Вежовы, отец и его сыновья. Во дворе там сток щена. На самом деле Усть-Сысольск, конечно, старше. Ну, насколько, мы сказать не можем. Ну, наверное, на несколько десятилетий. А раз погост, значит, с церковью. Это был первый приход в этих краях. А все-таки церковь строилась не сразу. В маленьких населенных пунктах, вчера основанных, ее не строили. Так что, ну да, Усть-Сысольску, погосту Усть-Сысольск более 400 лет получается. Где располагались первые дома, о которых говорится в Песцовой книге, у историков вызывает споры. В низине, в устье реки, на месте падения Сысолы в Вычегду, или на высоком берегу, в районе нынешнего Кировского парка. Погост на устье Сысолы реки, ну, это все-таки несколько условное название. Четко известно, где был тот самый первый храм Усть-Сысольска. А храм это и есть центр погоста, можно сказать, его вот сердце, поскольку все крутилось вокруг храма. Он стоял на берегу Сысолы, на территории Кировского парка, где улица Орджоникидзе упирается в Кировский парк. Вот. Там же, на этом же месте, впоследствии был построен Троицкий собор, главный храм Усть-Сысольска, уже кирпичный, в XVIII веке. Вот это на фотографиях видно. По мнению краеведа Леонида Лыткина, первые дома, о которых речь идет в Песцовой книге, стояли недалеко от устья Сысолы, в районе старой нефтебазы. Высокие холмы, на которых сейчас располагается часть микрорайона Орбита, служили защитой от ветра. 425 лет тому назад, а может быть чуть немного раньше, именно с этого места, на устье реки Сысолы, на левом берегу устья реки Сысолы, впадающей в Вычегду, и начинался наш город Сыктывкар, будущая столица республики Коми. Это место называлось Веждин, а погост назывался Сыктывдин-Пом, конец Присысолья. 6 домов стояли вот здесь, и была еще одна деревянная церковь. Первыми жителями были Вежовы.
Фамилия эта сохранилась и до наших дней. Затем, по мнению краеведа, с низины люди перебрались в район современного Кировского парка, на высокий берег реки. Это место было выгоднее тем, что его не затапливало во время весеннего половодья. Мы пацанами, но нам было где-то по 6, 7, 8 лет, мы находили здесь старинные монеты. Искали еще, находили ложки, ножи такие, которые уже прогнившие были они. Мы находили вот такую домашнюю утварь. Но это уже свидетельствовало о том, что именно первые дома были именно здесь. Место, где сейчас стоит пединститут, в старину назывался Дозмыр-Мыльк, глухариный холм. По мнению некоторых исследователей, Сыктывкар изначально стоял на 7 холмах. Сейчас мы находимся на Сысольском холме, по-коми он называется Сыктыв-Мыльк. Вот. Он славился тем, что вот здесь было много целебных или полезных источников, которыми пользовались горожане тогда. На этом месте вот здесь слева была построена Покровская церковь, и Покровская церковь использовала эти источники как святую воду Вежава. Все холмы носили свои названия. Например, возвышенность, где сейчас стоит драмтеатр, назывался Вонюп-Мыльк. Значение слова «вонюп» утрачено. Возможно, это имя первого жителя. По прозвищу жителей, например, назвали место, где сейчас находится центральный городской рынок. Мы сейчас находимся на холме, который назывался Чутык-Мыльк. В переводе на русский язык это будет холм-Мыльк. И вот здесь, на улице Первомайской, которая проходит вот перед нами, на улице Первомайской по правой стороне этой улицы, там жили Жеребцовы. Было там их 8 домов, в которых проживали только Жеребцовы, а прозвище у них было Чутыки. Место пересечения улиц Кутузова и Интернациональной в старину называли Кычвы-Мыльк. Другой конец Интернациональной, место его пересечения с улицей Пушкина, носил название Кокуль-Мыльк. По легенде, всю эту фарму и все эти холмы охранял дракон Гундыр Кохеля. Этот Гундыр вот находился именно на этом холме, на этом Сысольском холме, потому что вот река, по реке приходили сюда так называемые чужеземцы. Это были вагулы, ханты, манси. Однажды среди чужеземцев приплыла молодая девушка. Йома, переревновав Гундыра к незнакомке, подняла волны и опрокинула лодку. Люди утонули. Гундыр выдул всю воду и оживил девушку. И, как во всех сказках со счастливым концом, женился на ней, и стали они жить счастливо. Обычно у дракона 3 головы. Гундыр только 1 голова, и это доброжелательный Гундыр был. Писатель XIX века Павел Засадимский в книге «Лесное царство» писал: «Нет в Усть-Сысольске ни городского сада, ни бульвара, улицы не мощены и освещены по ночам лишь светом небесных светил. Во всякую пору дня и ночи по улицам бродят лошади и слоняются целые стада овец». Современный Сыктывкар мало чем напоминает старую Усть-Сысольск. Выросло население, да и гуляющих лошадей в центре города можно встретить разве только в праздники. Но и сегодня город сочетает в себе традиционные провинциальные черты в виде деревянных улочек и черты столичного города с оригинальными зданиями, построенными по современным технологиям. Сыктывдинпом, Усть-Сысола, Усть-Сысольск, Сыктывкар. За 400 лет населенный пункт на Сысоле не раз менял свое название, но каждый раз оно отражало его местонахождение. И лишь раз планируемое название могло отразить эпоху. В городе на полном серьезе обсуждалось имя Владимир Ленин. Но здравый смысл победил.